Школьные уроки истории становятся гораздо понятнее, если посетить места, где происходили события, описанные в учебниках. Меня всегда интересовала тема присоединения земель Западной Сибири к русскому государству. В этом фильме мы отправимся в экспедицию по реке Щугар и пройдем в сторону Уральских гор. Попробуем найти древний тракт на Сибирь. Побываем у крупнейшего водопада на Северном Урале и узнаем о роли коми-зырян в освоении Сибири. В прошлом выпуске я вам рассказывал о знакомстве с командой Geography Trophy. Теперь этот выпуск снимается вместе с ними. Основная цель нашей экспедиции – это пройти по тем местам, где воеводы проходили в процессе освоения Сибири. Этот маршрут включает в себя речку Щугар, и в документах 15 века отмечено, что в 1499 году возле устья Щугара войско Ушатова, воеводы, соединилось с войсками Курбского и Гаврилова Бражника. В декабре того же года объединенные войска отправились за Уральский хребет, чтобы объединить власть Москвы в Югре. Ну что ж, пройдем по тем местам, посмотрим, как они выглядят сейчас воочию. Погнали! Наше путешествие начинается в Сыктывкаре, столице республики Коми, и ведет в село Почерье. Расстояние составляет около 550 километров. На дорогу уходит 10 часов, что почти равняется целому дню. Настало время, и теперь наши друзья из Томска приехали в республику Коми. Мы едем в национальный парк Юг-2 на речку Щугар. Вечером мы прибываем к парому через реку Печора. Оттуда до Почерья остается 70 километров, что занимает примерно 2 часа езды. Вот наша машина сейчас загрузится на паром, мы поедем на этом катере. Нам разрешили посидеть на корме катера, будем переплывать речку Печора и поедем дальше. Как тебе Республика Коми? Это же елки? Да. Это елки, да? Есть такая у нас традиция, когда хоронят людей. Как ты перешел быстро. Елками лапники перекидывают по дороге, когда ведут на кладбище. И поэтому у нас нельзя сажать елки во дворе домов. Слушай, а ты знаешь, фишка какая есть? Короче, у нас считается, что если елка вырастает выше дома, то все то есть надо опилить ее. Короче, нельзя садить рябину, елку, осину. Короче, ни хрена нельзя садить. В разных регионах по-разному. У нас, например, елей много, елей нельзя сажать, а где-то кедров и кедров нельзя сажать. В предыдущем фильме о экспедиции по национальному парку Юг-2 я упоминал, что мы всегда останавливаемся в гостевом доме в селе Почерье. И в этот раз не стал исключением. Последнюю ночь перед отправкой на речку мы снова провели там, а утром отправились в путь. Сейчас мы едем по реке Почерье, которая впадает в Печору, потом 70 километров по Печоре до села Ущугар. Погода нас балует, безветренно, и волн тоже нет. Наши друзья едут позади, у них мотор чуть послабже, чем наш. У нас пятнашка плюс водитель профессионал. Данный фильм снимается на территории национального парка Юг-2. Это самый большой национальный парк в России, с площадью чуть больше 2 миллионов гектар. Наша команда хочет поблагодарить руководство парка за то, что позволили нам снимать фильм, а также инспектора Игоря Драчкова, который все эти дни был с нами. Он очень крутой профессионал и знает маршрут наизусть. В нашем приключении была небольшая, но важная миссия. Она состояла в том, чтобы довести одну картонную коробку до стоянки целости и сохранности. Что в ней? Что скрывается за этими 4 стенками из картона? Это секрет, который я непременно раскрою в финале маршрута. А пока давайте поиграем. Напишите в комментариях ваши догадки о том, что может находиться внутри этой загадочной коробки. Параллельно готовлюсь к другому ролику, к другому выпуску. Тут читаю про нефтедобычу в республике Коми, как все начиналось.
как на реке Ухта нашли нефть. Наши предки осваивали Сибирь на деревянных лодках, так называемые дощанники. Тянули их с помощью бичевы, привязывая к хвостам лошадей или вручную людьми. Также для передвижения использовали шесты. С появлением лодочных моторов наши предки адаптировали свои лодки под новые условия. Сегодня мы путешествуем на таких же лодках, но в современном исполнении. Основные характеристики этих лодок включают грузоподъемность до 1,5 тонн. Благодаря конструктивным особенностям, разработанным нашими предками, эти лодки легко преодолевают мелководные участки рек. За счет своей длины и ширины на сегодняшний день они остаются непревзойденными по эффективности. Поэтому лодки до сих пор пользуются большим спросом среди путешественников, охотников, рыбаков и промысловиков. Люблю монтаж, он либо замедляет, либо ускоряет время. В данном случае время ускорил на 2 часа. Мы въехали в речку Щугар. Позади осталось всего Усть-Щугар. У нас с собой есть разрешение, пропуск в парк Югу-2. Мы его покажем, нас зафиксируют и поедем дальше. Вот теперь нужен номер разрешения. Номер разрешения НП-ТД 24 000. Не спеши, парень, медленно пишет. НП? НП, да. Подобные походы всегда ограничены ресурсом. И вот мы на устье Щугара оставляем 50 литров, чтобы на обратный путь добраться до Подчерья нам хватило. 50 литров бензина будут стоять тут, нас дождаться. Этот фильм представляет маленький фрагмент исторического наследия моей родины. По реке Щугар на протяжении многих веков шли купцы и воеводы, преодолевая Уральские горы на пути в Сибирь. Вот некоторые выдержки из заметок первопроходцев о реке Щугар. Как будто они устроены из натуральных кулис. Водопад придает им такую прелесть, которую не встретишь нигде на Урале. Мы поднимались до самого камня. Затем был через каменный Волок. Беларусь. Так говорят ижемские оленеводы о таких местах. Калистрат Фаулеич Жаков писал: «Прозрачная Щугурью несет свои воды с лесистых Уральских гор в многоводную Печору. Берега реки Щугурью окаймлены дремучей Пармой, от которой веет величием и унынием севера». В некоторых источниках 19 века Щугар называли Сукар, Сакурья, Щекурья, но перевод названия означал одно – Сиговая река. Кто-то много перепил кофе, остановились отлить, заодно посмотреть выходы сероводорода. Тут пахнет специфически пердежом. Это моя первая встреча с первыми воротами, я их еще никогда не видел. Очень захватывающие с обоих сторон скалы. Когда первопроходцы тут шли, они писали в своих очерках, рассказах, прошли через щель. Как раз эти ворота они имели в виду. Туристы-сплавщики свой путь по Щугару начинают с верховья реки и плывут вниз. В отличие от них, мы свой путь держим вверх, с устья Щугара. Так же, как когда-то делал это великий путешественник Эрнст Гофман. Это рисунок из его книги «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой». Нижние ворота на коми-языке называют Ульдор или Увдор-Кырта. Это название образуется от двух коми-слов. Ув – низ, Кырта – скала.
хлебалан. Тут кто-то есть? Есть? Нет кто-то тут? Никто не отзывается. Суть видеоролика в том, чтобы вы восхитились красотой Республики Коми и другой природы. И второй момент, чтобы вы захотели и приехали сами, посмотрели эту красоту, вдохновились, потому что смотреть с Ютуба в фильме это одно, а лично вживую увидеть это совсем другие впечатления. Чтобы вы также остановились возле красивых первых ворот и обедали, любуясь вот этой красотой. Доехали до самого большого притока реки Шугар, река Большой Паток. Была деревенька по Большому Патоку, Кедровая называлась. И все, рыбалкой, охотой люди занимались. Пушнина. Во многих периодах истории Шугара деревни играли значительную роль. Их осваивали охотники и рыбаки, иногда и первопроходцы. Однако в 1956 году все деревни на берегах Шугара были признаны неперспективными и упразднены, а их жители переселены на берега реки Печоры. Во время нашего похода мы посетим места, где раньше располагались эти деревни, и даже переночуем в одном из них. Сегодня эти заброшенные деревни служат стоянками для туристов. Но не все туристические стоянки являются бывшими деревнями. Например, стоянка ихтиологи получила свое название в честь того, что здесь работали ученые-ихтиологи, изучавшие рыбу в реке Шугар. В этой постройке жили ихтиологи, в честь них и назвали базу. Тут находился научный центр, они исследовали рыбу в парке Юг-2. Сегодня это наш дом, и здесь будем ночевать. Дом снаружи кажется маленьким, внутри просторный, на 5 мест. Нас как раз 5 человек хватит. А вот этот значок, комары не похищают людей, получается так, смешной. А вообще я не понимаю, почему тут на щитках написано «Берегите лес от пожара» и номера телефонов, если тут связи совсем нет. Я взял с собой максимально много одежды всякой разной, чтобы показать нашим томским друзьям и бренды, которые есть в Республике Коми, и мужской костюм Коми-охотника. Чупанька какая-то получается. Чупанька. Во многих наших деревнях, глухих до сих пор, говорят больше на коми, чем на русском. Можно встретить людей, которые не умеют говорить на русском. Только на коми. Кстати, это тасма. Вот так якобы. Я горжусь им. Тасмой? Да. С нужными в тундре и в лесу инструментами. Тут нож должен быть. Я его с собой не таскаю, потому что самолеты не пускают. В этом костюме я уже где только не был. Вначале была Парма. Мы продолжаем наше волшебное путешествие по древнему Уралу. И впереди нас ждут средние ворота. Самые величественные из всех. С обеих сторон возвышаются суровые каменные утесы, а под лодкой открывается бездонная глубина от 6 метров. Сквозь нее, словно через прозрачное стекло, видно дно. Кажется, будто мы плывем по самому небу. Бесконечно чистая вода создает обманчивое, но чарующее ощущение, что мы скользим среди облаков воздушной стихии. Друзья, рад вас познакомить с третьими воротами. По сравнению с другими они скромные, но зато тут есть водопад. А это тот самый ручей, который течет с водопада. Был случай, когда тут упал человек и разбился насмерть.
В эту бездну наш друг Кот не побоялся прыгнуть в костюме поплавке. Его тихонько начало нести течение, но зато посмотрите, какие шикарные кадры получились. Они точно войдут в новую экспозицию аэрофотовыставки «Территория Коми глазами ветра». За кота не волнуйтесь, с ним ничего не случилось, на Уралочке его достали. В это время недалеко было слышно журчание самого высокого водопада на Северном Урале. Водопад Вельдор-Кыртайоль. Высотой 15 метров, один из самых больших водопадов на Северном Урале. И здесь случилась первая кровь в нашем походе из-за комаров, расчесался. Ну что, официально могу заявить, территория Коми побывала на речке Щугар с лучшими друзьями, с максиходами Geography, Trophy из Томска. Я завидую первооткрывателям, которые тут в первый раз по реке шли. Они, наверное, очень сильно удивлялись. Конец 16-го, начало 17 века можно считать в Коми-крае эпохой переселений. Много комизырян переселились в соседнюю Кировскую область, в другие регионы, но особенности переселялись в Сибирь. Коми-охотники до этого сибирский край знали, потому что месяцами уходили в Западную Сибирь за пушниной и жили там в охотничьих избушках. Написано, что началось с того, что владельцы расположенных на Урале заводов Строгановы, которых донимали набеги сибирских татар, с разрешения Ивана Грозного решили организовать против них военную экспедицию. В 1581 году начался знаменитый поход отряда Ермака в Сибирское ханство. Через Урал отряд вели 40 проводников Коми. По исследованиям становится понятно, что хоть один человек из каждого Коми-поселения переселился в Сибирь. Доехали до места пристань Шор, пристань Яма, пристань. Мы дошли до хорошо сохранившегося участка Сибиряковского тракта. Сооруженный в 1885 году, тракт соединял реку Ляпин с Печорой для перевозки дешевого сибирского хлеба и других товаров в Европу. Начинался он от деревни Щекурья на Ляпине, куда товары доставлялись пароходом, а затем перевозились на лошадях и оленях до Ущугара на Печоре. Я считаю важным дополнить, что сибиряковских тракта было два. Один, который мы сейчас исследуем, зимний, и второй, зимне-летний, Няксимволь, Усть-Ляга. Усть-Ляга тоже находится в республике Коми, только по Печоре чуть выше. Дорога названа в честь предпринимателя Александра Михайловича Сибирякова. Он обустроил дорогу для перевозки товаров. Личность легендарная. Его называют одним из первых социальных предпринимателей России. Я думаю, в фильмах «Территории Коми» мы еще поговорим о достижениях Александра Михайловича. Доехали до крайней точки нашей экспедиции, до Сидью, либо Щедью, Черная река. Тут есть и баня, и дом, где можно жить. Мы очень боялись, что будет дом занят туристами, но никого нет. Бак для бани успешно доехал. Сегодня он нас порадует горячей водой. То есть мы целенаправленно ехали на эту избу, чтобы починить баню. Да. Весь выкипел. Ты что-то попутал, парятся вообще-то в бане. Ой, точно. Рекомендую попариться в этой лагуне. Но для этого нужно будет преодолеть очень жесткий путь. Слушайте, ну для меня открытие, что
На самом деле Коми это там православные, причем очень давно, бани парятся, но не Ижма. В Ижме парятся в ручье после бани. Ну что, набираем водичку, тогда будем учиться париться в бане. Закрывать дверь, не? Как спалось? Шикарно. Утро шикарное. Все хорошо, все отлично. Комаров нет, мошки нет, холода нет, тепло, хорошо, самая удобная температура. Бурасов. Бурасов до Нью-Йорк. Доброе утро, дорогие друзья. Вчера отлично искупался в этом ручье. А сегодня с утра бурундук съел наши запасы. Казинак украл и еще несколько упаковок халвы. Вдвойне приятно, когда твои любимые блогеры вместе с тобой путешествуют. И рассказы, истории можно слушать не в Ютубе, а прямо живым звуком. Прямо возле тебя. Алексей, когда канал создавали, с какой миссией создавали? Какая миссия канала? Миссия. Слушай, я когда создавал, я точно не думал про миссию. Мне просто ляжку грела информация, ну или там картинки, которые я увидел и которыми хотел поделиться. То есть я не знал, как это сделать. Я звал там своих друзей, там находил этих друзей, у которых уже был свой канал. То есть я им просто вот говорю, вот у меня есть вот столько информации, я должен с ней поделиться с людьми, через вас там, пожалуйста. Я находил для телекомпаний, что-то делал. То есть в конце концов я понял, что вот эти люди, они транслируют мою информацию, искажая ее. А мне это как бы было принципиально важно, поэтому пришлось сделать канал, чтобы выкладывать вот этот вот взгляд, который я хотел показать на мир. Поэтому это единственная миссия канала, это показывать мое мировоззрение. Я хочу им поделиться, потому что мне кажется, что то есть каждый человек хотел бы этого, чтобы поделиться с кем-то своим каким-то видением. Поэтому у кого-то это получается, у кого-то это получается, допустим, чуть меньше. Я очень рад, что мое мировоззрение оказалось как бы востребовано. И очень много людей пишут и говорят, что как круто, что наконец-то кто-то стал рассказывать про Сибирь именно в таком ключе. Поэтому меня это очень сильно подстегивает, и я продолжаю как бы это делать еще даже с удвоенной силой. Пожалуй, это вот единственное. Ну и как оказалось, темы находятся и находятся, да? Все больше и больше. Это как, знаешь, это как клубочек, когда ты ниточку потянул, и там просто за тобой она тянется, она без конца. То есть ты просто вот взял за кончик маленькой ниточки, и оказалось, что там целый клубок всего, то есть целый мир спрятан, и смотри, мы не можем просто остановиться. Я тоже думал, смотри, мы съездим туда, дальше как бы это все закончится, но нет. То есть я приезжаю благодаря вам, Коми, Урал, то есть я понимаю, что здесь еще просто целая планета вообще не рассказанная и не снятая. Я уверен, что наши зрители, как бы, для них это будет такое же открытие. Поэтому очень круто, что мы сюда приехали, и спасибо тебе за это. И Якову. И, конечно же, Якову. То есть, когда вы приехали, должна заморочиться, приехать за 1000 километров, привезти лодку, просто вручить ее, мы чувствуем, что она тебе нужна. Так и получилось, что она нужна мне, нужна для того, чтобы снимать фильмы. И в конце концов получилась такая классная история. Я думаю, этот фильм тоже будет очень интересным. Даже самое долгое путешествие когда-нибудь заканчивается. Нас дома ждут родители, семья и дети. Я благодарю вас, что досмотрели наш увлекательный фильм. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь ссылкой с друзьями. Это поможет продвижению проекта «Территория Коми» и этого фильма. Давайте вместе будем изучать нашу историю, созидать и думать только о хорошем.